Здравствуйте! Вы смотрите программу «Акцент». Сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД России, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации Сергей Евгеньевич Иванов. Сергей Иванов окончил Московский государственный институт международных отношений, кандидат исторических наук, на дипломатической работе с 1969 года, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации. С 2011 года заведующий кафедрой дипломатии и консульской службы, ответственный секретарь попечительского совета Дипломатической академии Министерства иностранных дел России. Скажите, пожалуйста, о цели вашего визита в нашу республику. Должен признаться, что это мой первый визит, первая поездка в республику Саха-Якутия. И приехал я сюда по приглашению властей республики и представительства МИДа в городе Якутск, МИДа Российской Федерации, для участия в жюри конкурса «Дипломат-2017», который, промежуточная стадия которого прошла сегодня в городе Якутске. И вы еще побывали сегодня, насколько я знаю, в нашем университете федеральном. Ваши впечатления от встречи? Вообще, очень большое впечатление от пребывания. Вот я 32 часа нон-стоп экшен после схода с трапа самолета, вот постоянный круговорот событий. Действительно, республика, по всему видно, что набирает темпы, устраивает и благоустраивает свои дела в области социально-экономического развития, добивается результатов даже по внешнему виду города Якутска. Города Якутск, заметно, что, вот как мне говорили старожилы, которые бывали из Дипакадемии ранее, город на глазах меняется и в положительную сторону. И это отрадно. И сегодня у меня состоялись встречи с молодежью. Как член жюри я участвовал, еще раз хочу сказать, участвовал в конкурсе «Молодой дипломат». И конкурс меня поразил, потому что уровень конкурсантов, и девушек, и юношей, зашкаливает. Он действительно высокий. Молодежь горит глазами, обсуждая, выступая с какими-то внешнеполитическими докладами, эссе по вопросам внешней политики, разбирается в хитросплетениях современного миропорядка, сложившегося баланса сил на международной арене, знает о позиции Российской Федерации. Это действительно достойное поколение. С такой молодежью у Республики Саха-Якутия очень хорошие перспективы и будущее. Сергей Евгеньевич, насколько мы знаем, победители прежних конкурсов продолжают учебу в вашей дипломатической академии. Именно вот представители Якутии. Можете сказать несколько слов? Да, Руслан, это так. По гранту правительства Республики Саха-Якутия в академии обучается несколько выпускников ваших школ и показывают достойные результаты. Они не теряются безлико в массе других абитуриентов, студентов. Они очень ответственно подходят к делу. И я думаю, что из них получится толк, получатся профессионалы. Где они будут заняты в будущем, это определит судьба, но знания, которые они получат в стенах академии, это дорогого стоит, это хороший багаж для того, чтобы начинать профессиональную жизнь где бы то ни было, в органах исполнительной власти, органах субъектов Федерации, в законодательных органах субъектов Федерации, России, в Совете Федерации, в Государственной Думе. Это достойное поколение, да, и республика вправе гордиться своими студентами, направленными в Москву, в нашу академию. Мы, кстати, можем еще принять. Все зависит от доброй воли вашего правительства и финансовых возможностей властей. Так что мы довольны очень вашими представителями республики.
Очень приятно это слышать. Сергей Евгеньевич, если говорить вот именно о дипломатической карьере, для понимания, для молодых людей, какими качествами сегодня на современном этапе должен обладать дипломат? Да, Руслан, это такой очень емкий вопрос, и ответ бы детальный, подробный ответ на него занял большое время. Но если говорить кратко, то в профессии дипломата сфокусировано и требуются различные качества от кандидата на эту должность, на кандидата в дипломаты. Но прежде всего бесконфликтность, умение находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Это толерантность, умение выслушать собеседника и не заставить, а именно аргументированно побудить его выслушивать и тебя, твое мнение, твою позицию. Это, повторяю, бесконфликтность. Поэтому в бытовом плане дипломатами называют тех, кто умеет находить общий знаменатель, решать спорные вопросы, даже в кругу семьи, среди родственников. Недаром Горький, Чехов, вот у Чехова блестящий рассказ «Дипломат», советую перечитать, там показано, что значит быть дипломатом в вот таком бытовом плане. Так что профессия дипломата очень достойная, очень уважаема. Она требует от претендента на эту должность, на эту профессию особых качеств. И главное, что она позволяет за счет знания чужой культуры, знакомства с чужой культурой, изучения ее, регионоведения, иностранных языков детальное, позволяет расширить свой собственный кругозор, пополнить свой багаж, делает тебя более весомым человеком, что ли. И поэтому, к сожалению, очень трудоемкая профессия. И уход наших послов вот, в последние 3 месяца в результате сердечных приступов и говорит о том, что действительно работа на износ. Но она приносит еще удовлетворение потому, что чувствуешь, что ты нужен государству, что ты делаешь важное государственное дело. И это дорого стоит, повторяюсь еще раз, потому что это чувство какой-то гордости за государство, что что-то удалось сделать во имя государства. Ведь внешняя политика, по сути дела, подчинена внутренней политике. Теперь мы не занимаемся какими-то умозрительными построениями, химерами социалистического единства, коммунистического будущего. Мы занимаемся прагматическими делами, нацеленными на повышение благосостояния нашего народа, обеспечение таких условий на внешней арене, которые поспособствовали экономическому, социально-политическому развитию нашей страны. Поэтому труд очень достойный, но, повторяю, к нему надо готовиться серьезно, иметь определенный багаж знаний и навыков. Сергей Евгеньевич, дипломатия напрямую связана с политикой. Насколько вот сейчас в нынешних условиях сложно, скажем, вот, дипломатам? Политика — это одно, скажем, а дипломаты как вот? Безусловно, дипломатия — это инструмент политики. И в политике, в дипломатии главным средством являются переговоры. Причем переговоры и в широком, расширительном таком смысле слова, и в узком смысле слова. Даже переговоры по телефону, например, министров иностранных дел, это, по сути дела, переговоры. Не говоря уж о переговорах в расширенном составе, в присутствии всей делегации. Главная цель этих переговоров — сблизить позиции сторон, найти решение каким-то проблемам, будь то конфликтом регионального значения, масштаба или глобальным конфликтом. Перед дипломатами стоит очень многообразные задачи, поэтому иногда дипломатов называют, ну, всезнайка или дилетантами описывают. Но, к сожалению, это не так. Действительно, вот собирается наш представитель в Вене в заседании МАГАТЭ. Это Международное агентство по атомной энергии. То есть посол, если придет неподготовленный и не зная, что такое центрифуга для обогащения атома,
что такое другие физические и атомные термины, то он будет выглядеть профаном, недостойно. Поэтому он должен быть специалистом и в этой области, и в другой любой области. Потому что следующий приезжает, положим, делегация на конференцию международную по вопросам здравоохранения. Нужно знать какие-то основные истины, основные цели вот этой конференции и знать предмет. Многогранность, повторяю, добавляет интереса профессии, потому что сегодня изучаешь проблему мирного атома, проблема атомной энергии, использование ее в мирных целях, завтра ты изучаешь здравоохранение, послезавтра ты изучаешь таможенные правила, потому что модификации таможенных правил, потому что речь идет о конференции, съезде, международном конференции таможенников, положим. Так что это очень интересно, но и очень непросто. Сергей Евгеньевич, я бы хотел спросить у вас, а есть ли какие-то особенности, скажем, дипломатической работы в разных регионах, скажем, там в Африке, в Азии, в европейских государствах? Безусловно, Руслан. Вот наша дипломатия сильна тем, что она учитывает специфику регионов. Она, опираясь на знание языка местного, что не характерно для наших коллег из западных стран. Американцев, например, они гордятся своим американским характером, своим американским происхождением. Они смотрят с высокомерием на необходимость изучения языка, где ты работаешь, страны, где ты работаешь, знание ее истории, культуры, вообще основ, традиций. Поэтому американцы иногда ломятся в открытые двери и ведут себя вызывающе, вот исходя из этой своей исключительности, что пускай весь мир учит английский язык, он нужен, он крайне нужен, потому что это действительно язык интернета, международного общения, но вместе с тем надо знать и регион, и с уважением относиться к традициям, культуре страны, пребывания в стране, где ты работаешь. Поэтому наше знание региона как раз отличает нас положительно в сторону по сравнению с западными партнерами. Это не общее правило, бывает, конечно, и у них хорошие дипломаты, но вот тем сильна российская дипломатия, что она не упускает деталей, что она изучает регион очень глубоко, очень профессионально, очень охватывающе. Ну, тем более у российской дипломатии очень богатая историческая школа. Да, конечно, востоковедение особенно, китаеведение, арабисты у нас очень сильные, испокон веков появились и велось так уж на Руси, и изучали язык, в отличие, кстати, от западных стран. И этим мы гордимся. Это наша база. У нас такие предшественники были, отцы нашего арабистского движения арабистов, востоковедов, ориенталистов, как Евгений Максимович Примаков, много лет проработавший на Арабском Востоке и сделавший очень много полезных вещей, дел для нашего государства, благодаря своим знаниям региона, общение с знанием элиты региона, руководителей тех стран, которые входят в состав Ближнего Востока. Сергей Евгеньевич, большое вам спасибо за участие в нашей программе и очень такие подробные ответы. Спасибо за приглашение. Я рад и повторяю, что с большим удовлетворением, с большим удовольствием посещаю и в полном впечатлении от визитов в город Якутск. Спасибо вам. Сегодня вы смотрели программу «Акцент». У нас был в гостях чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации, заведующий кафедрой дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД России Сергей Евгеньевич Иванов.